Ингушетия на пару дней стала площадкой для обсуждения проблем и достижения журналистики. 5-й форум СМИ СКФО стартовал в Магасе. В ингушских домах звучат мавлиды и восхваляют пророка. В этот день родился последний посланник Всевышнего. Разрушены 2 дома, пострадали 2 человека. Взрыв бытового газа в Сунже. На месте происшествия проводится проверка. В повестке дня 92 вопроса. Депутаты провели пленарное заседание Народного собрания. О чем говорили парламентарии? Преображение без границ. В одном из салонов красоты провели акцию для детей с ограниченными возможностями. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». Здравствуйте. В этот день я родился, и в нем мне было ниспослано откровение. Эти слова принадлежат пророку Мухаммаду мир ему. Сегодня день рождения посланника Всевышнего. На протяжении всего месяца Рабиуль-Авваль в ингушских домах по традиции звучат мавлиды, раздают милостыню и восхваляют пророка. А 2 декабря в республике запланирован мехкомолот. Слово Юсупу Гелисханову. 571 год после рождения пророка Исы, мир ему. В 12-ю ночь месяца Рабиуль-Авваль на Мекку снизошло несметное количество ангелов в виде птиц в райском сиянии. В эту ночь с лицом подобным сияющей луне на свет появился любимец Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Многие люди стали очевидцами удивительных признаков его рождения. В ту ночь Кааба вздрогнула и рассыпались идолы, размещенные на ее стенах. Погасли ритуальные огни огнепоклонников, которые не гасли тысячи лет. Прекратились голод и засуха. Милость Аллаха снизошла на землю, и год тот был удивительно плодородным от избытка благодати, воцарившейся на всей земле. Elçi sallallahu aleyhi ve sellem zangu çandense bozumna rariç alma qiyatamun oluş şey qamanıq tişimoy an tsaqaza oluş işte xan elçi sallallahu aleyhi ve sellem işte da şey xarja xalqan yaqir asha ver şey belgulunu joluş az viaç han nur erik dünyada nur doğalış işte xan ver iştxan doluş. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний и приветствует, с молоду отличался исключительной набожностью и благочестием. Мухаммад надолго удалялся от мира и суеты в пещеру Хира, горы Нур, возвышающейся над Меккой. Именно там, приблизительно в 610 году, когда Мухаммаду было около 40 лет, ангел Джабраил сообщил ему, что он является посланником Аллаха, и приказал запомнить первые откровения. Elçina sallallahu aleyhi ve sellem yanet la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in şoxsak imdala muat iman qoçmada sagi sosun duq vezalt yani şey diyan yani şey dizal masdol adam duqa sosun civizi yani Elçina sallallahu aleyhi ve sellem. Для мусульман рождение пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, самое великое событие за всю историю Вселенной. Известно, что в исламе есть только 2 праздника – Гурб и Мархаш, но день рождения посланника Аллаха, хотя и не именуют как праздничный, ценнее и значимее. Если бы не рождение пророка, мир ему и благословение Аллаха, то не было бы абсолютно ничего, ведь все сущее Всевышним создано ради него, своего любимца. ديالك حسن يوخس شيء ده غلط ما عنده زين وزن ديال حيتحر زمن ووغ محمد ده جشت يشين يعني بس ما دال يعني خطا دو ادم ديال صم ادم از تحر زمن محمد خلق سنه خير يعني بس ما ديال يعني ادم بيمرو اشي سچدخته اجي حشي شبك حبيلاش سكوندات مينوتا دي هنا حارشنك الياجا ديش حارشنك الياجا ديش سون انسو لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني. أردنا حيصير سخطة محمد رسول الله ديال إيش حزة محمد يعني خطة خالص. إذا واقول خير سون حيصير سخطة خالص قتل ده أدم خدواتي خير سون بس بحلو دي خير شيء يعني سو ديان ديال صم ديال إيش إيش ديان إذا تيجي ديال جستر عند أدم بيمر.
Всевышний Аллах в священном Коране говорит пророку: «Мы не спаслали тебя только как милость для миров». Все самое лучшее, что мы имеем, связано с этой величайшей личностью, так как Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, является источником всех благ. Мусульмане Ингушетии прославляют любимца Аллаха не только в день его рождения, но и весь месяц Рабиуль-Авваль, назвав его Молуд-Бот. Впервые день рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, возвеличил сам посланник Бога. Когда у пророка спросили о соблюдении поста в понедельник, он ответил: «В этот день я родился, и в нем мне было ниспослано откровение». Люди разных вирдов и течений в этот священный месяц собираются для изучения жизни и деятельности посланника Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует. Проводятся благотворительные акции, раздают милостыню, читают молоты, коллективно восхваляют пророка, тем самым выражая любовь к Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Проявить свою любовь к посланнику Всевышнего может каждый желающий на Мех-Молоте, который состоится 2 декабря в 10 часов в центральной мечети Назрани. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرآن آية دقس. قرآن آية دي هنا تاتس دي هنا تاس نيشلوك غنيقية مولد است обязательно да стахан да сидиши салчуа дахс яхд. عبادت дахс яхз метиг нишлоин да. عبادت قدوخة مش قدوس دي هنا قدوخة دي هنا قديك ور مش حيخ جوي قديك ور مش خواست جوي. بس ما ده شيء قرآن شو هذا ديش آية ما عن فدياش. إن الله وسلم دال شيء الله يهدال وملائكته دال ملك شيء ملك شيء الله يهدال شيء ملك شيء دال إيش خست روشان تدال إيش سواج ديك روشان يا أيها الذين آمنوا هم لنا يهدال إست إملا يعني دال بحاضر مدين دوقم ديان واجه حيخ بالزيوت. الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم دال التجود ولدتن صلى يعني عشان صلى واحد آخر في آخر ديال أخيتم خب يعرض دالهم إلجين صلى الله عليه وسلم عشان صلى واحد طلعة دالهم أخيتم يخبر بجي التسخب داخل صلى واحد يذكر تنواخر حيدر زدوزر تنياقش عمدر دقاق عبادة قرآن ديشر اشتلا مزاخوت ولر مياجدي تحوازر سنة دين در عيسليل دادو سنة إلجين صلى الله عليه وسلم حواخر جو عيسليل دادو سنة دين دي أسأليل در داخل دو بخانش كعيسليل در اشتتن تحوازر دزده. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я послан, чтобы довести нравственность до совершенства». Еще до получения пророческой миссии Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, обладал такими прекрасными нравственными качествами, как щедрость, честность, правдивость, всегда держал данное им слово. Среди мусульман Ингушетии этот месяц считается особенным, и в день рождения пророка Арсамак Аушев, как и многие жители региона, намерен раздать милостыню и прочитать молот в честь появления на свет последнего посланника Всевышнего. دال بوصلنا هاي ماشر بركت برت جابول بركت درج دولت دال ويدنجا توزر مولدا هم سولو أخذ موهم دال دال واخذ وين غير دال بركتي بول بيني هاد بور حكاية بودرلات بول مولت بوت سلدك هم دي أولاد متشدي بيمرات ديال سلمارس خلصن بيمرات مولت يشدي دال شيء ترى إخت لير ديالله دال وجه أدمشت جنشت مسلو حمن حبيتا بيمرس سندو تسنادي هون المولتي شيء تقع دزل هون سندعيسة وبات. Восхваление пророка Мухаммада является приказом Аллаха, который назвал своего любимого пророка именем Мухаммад, что переводится с арабского как «восхваляемый, достойный похвалы». Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, безусловно является милостью для всех миров, наилучшим примером для подражания. Всю свою жизнь он посвятил религии Аллаха. Донося до людей истинные ценности ислама, посланник Аллаха говорил с таким знанием и мудростью, с каким никто не говорил до него и не скажет после. Жизненный путь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, закончился в возрасте 63 лет. Последний посланник Аллаха ушел из этого мира в тот же месяц и день, в который и родился. Юсуп Гелисханов, Адам Далаков, Новости 24.
600 журналистов, представляющих различные региональные средства массовой информации, участвуют в 5-м форуме СМИ SkyFo. Он стартовал сегодня в Магасе. Отметим, в этом году форум впервые поменял место дислокации. Экспертное сообщество, журналисты, главы субъектов обсуждали достижения и проблемы современной журналистики. Слет представителей СМИ начался с пленарного заседания. В нем участвовал Юнусбек Евкуров. Репортаж Ирины Цечоевой. 5-й юбилейный первый региональный форум СМИ Северного Кавказа в Ингушетии проходит впервые. Напомню, это инициатива главы республики Юнусбека Евкурова, который на одной из встречи предложил сделать форум мигрирующим. Сегодня здесь присутствуют не только средства массовой информации со всего СКФО, но и стран зарубежья. Главное событие года – медиафорум СМИ Северного Кавказа собрал в одном зале ведущих специалистов и экспертов в области журналистики. Особую роль организаторы форума уделяют теме взаимодействия средств массовой информации с представителями властных структур. Именно поэтому из года в год форум посещают руководители аппарата полномочного представителя России в СКФО, представители региональных министерств, а также гости из Москвы. Как правило, форум начинает свою работу с пленарного заседания. Глава республики поприветствовал всех присутствующих и отметил, какая важная роль отводится форуму. Наше мероприятие сегодня – это в том числе и одна из такой идей была цифровой трансформации, которая охвачена весь мир. Все настойчиво звучит тема цифровой экономики, и мы, разрабатывая там план мероприятия проведения форума, один из таких вопросов ставили в том числе и продвижение цифровой экономики, вообще обсуждение этого формата на наших площадках. Я думаю, что это тоже найдет свое продолжение не только во время форума и после форума. Для Республики Северного Кавказа и Ставропольского края средства массовой информации, так же как для любого региона, конечно, это как раз та возможность, как интегрироваться вообще в целом в общество нашей великой страны и как себя представить, проявить не только в масштабах страны, но и за пределами нашей великой страны. В любом случае информационный повод есть и для нашего региона, в том числе и после этого форума любой регион получает дополнительные бонусы в виде, в том числе и инвестиционной привлекательности, потому что на многих площадках показывается и красоты, и гостеприимство, и возможности, и самое главное, стабильность и безопасность наших регионов. На пленарном заседании обсуждают самые разные вопросы. В основном это работа журналиста в условиях кризиса, журналистская этика и взаимодействие региональных СМИ с федеральными. Собравшиеся здесь обсуждают проблемы, с которыми очень часто сталкиваются журналисты в своей профессиональной деятельности. К примеру, как работать с молчаливыми инстанциями, которые не идут на контакт. Помимо прочего, здесь раскрывают секреты общения с людьми. В последнее время, по мнению участников, наблюдается положительная динамика в этой области. Если раньше власти на Северном Кавказе были закрыты для СМИ, то сегодня эта ситуация заметно изменилась. Замминистра России по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев отметил, имидж Кавказа в глазах многих россиян последние годы заметно изменился. В этом году мы сделали проект, он такой очень простой, социальный, это Северный Кавказ, 7 историй. Мы взяли, пригласили к сотрудничеству по одному, так сказать, фотоблогеру из каждой республики Северного Кавказа. Как отбирали? Посмотрели, у кого результат больше подписчиков, в том числе, кстати говоря, и иностранных. Вот, допустим, Ингушетию представляет Евгений Шевцов. Он сделал великолепные фотографии, выкладывает их в Инстаграме. Мы приобрели несколько работ у него и сделали эту выставку в режиме фактически стрит-выставки. Она открылась в метро в Москве, потом она поехала по городам, она открывается в торговых центрах, в крупных парках, на площадях, в Ростове-на-Дону, допустим, на набережной. И вы не представляете себе, какой эффект она производит. Вот я лично наблюдаю за людьми, я на нескольких выставках сам лично съездил, чтобы их открыть и рассказать о нашем замечательном Северном Кавказе. Когда, допустим, в Омске ребенок подходит с бабушкой к стенду, и там, в огнях столица Ингушетии Магаз, и он говорит: а это что за город? Бабушка читает: Магаз. Я говорю: ну, я стою рядом. А где это? Я говорю: это в Ингушетии. А разве там был такой город? Я вот раньше такой не помню. Я говорю: ну вот, посмотрите, практически с нуля вот такая красота. Ну, как здорово. Потому что я хочу туда поехать. Это человеческое измерение, которое вот через такие вещи доносится до
людей. И очень просто объяснять. Журналисты в зале не оставили без внимания и работу ингушских СМИ, в частности и наш телеканал, который начал свою работу не так давно, но уже успел завоевать своего зрителя. Работа журналистов в принципе нелегкая, они как зеркало реальности не только показывают, но и в какой-то мере просвещают. Замминистра образования и науки России Сергей Кварцов рассказал на примере, как изменилось мнение о Кавказе у федеральных СМИ. ЕГЭ на Северном Кавказе проходит максимально объективно и честно. И новые заголовки, которые мы видим в средствах массовой информации, я тоже их процитирую. ЕГЭ покорил кавказские вершины в «Коммерсанте». Без шпаргалок на 100 баллов в российской газете. Уверенно на все 300 в «Известиях». Поэтому движение есть. И, кстати, недавно, 2 недели назад, я выступал впервые от Российской Федерации на управляющем совете ОЭС по качеству образования, в котором участвовало 80 стран, там все лица, которые отвечают за качество образования в каждой стране. И я в пример приводил опыт Северо-Кавказского федерального округа. В частности, проект «Я сдам ЕГЭ». Мы за 3 года уменьшили количество не преодолевших минимальные баллы в 3 раза. Помимо прочего, у журналистов в зале появилась возможность задать специалистам интересующие вопросы. Словом, метод свободного микрофона. Форум СМИ Северного Кавказа – это возможность для каждого субъекта рассказать о своих достижениях в области СМИ. Ведь им есть чем удивить. С Ингушетией, у средств массовой информации Кабардино-Балкарской республики давняя и очень тесная дружеская связь. Мы как ближайшие соседи, как люди, которые знают чаяния, все проблемы друг друга. Мы очень рады, что вот в этом году форум именно в Ингушетии проходит, так как до сих пор вот в одном котле все варилось, а теперь вот форум уже вроде бы маленький юбилей, да, 5 лет, и он проходит в вашей замечательной республике, где живут такие замечательные люди, у вас замечательный журналистский состав, с которыми вот я не первый год в журналистике, я знаю лично очень многих журналистов с вашей республики и знаю, что у вас очень хороший уровень. Я считаю, что это очень знаменательно, что в год 25-летия республики 5-й юбилейный форум СМИ Северного Кавказа проходит здесь у нас. В этом заслуга главы республики, который на 4-м форуме в прошлом году такое предложение выдвинул, оно было поддержано, и форум сегодня у нас в гостях. И я хочу тоже с гордостью отметить, что, как и на предыдущих форумах, в общем-то, мы, как хозяева, как понимающая сторона, показываем самое лучшее, что у нас есть. И наш стенд один из лучших. Я считаю, что в целом и, в принципе, и нашей журналистики за вот эту недолгую историю, за 25 историю, есть что показать, есть чем, в общем-то, поделиться с коллегами. И я думаю, что и сам форум, который у нас проходит, он тоже для нас станет очень хорошим подспорьем для того, чтобы поучиться, посмотреть, как наши коллеги работают, что-то перенять, что-то показать свое. Мы здесь представлена многонациональная литература народов Дагестана, здесь книги на 14 языках, здесь газеты на стольких же языках. Это, можно сказать, одна из немногих республик, вообще субъектов Российской Федерации, где на стольких языках издается периодическая литература. Познакомились мы, сколько людей мы уже Дагестаном, Ингушетием, представителям. Они встречают нас очень высокий уровень. В этот день я написал песню, посвященную Ингушетии. От мужества и красоты рожденная, загадочная горная страна, огнем беды и скорби опаленная, как меч булатный в них закалена, древняя, мудрая, гордая, добрая, Богом сбереженная Ингушетия моя. Грандиозный слет представителей СМИ, власти, экспертного и делового сообщества, пресс-служб и блогеров продлится 2 дня. Программа форума очень насыщенная, а значит и участников, и гостей ждет еще много интересного. Лина Цычева, Рахман Суров, Новости 24. В рамках форума СМИ обсуждались проблемы экологии. Круглому столу дали название «Год экологии. От событийности до медийности. Опыт Ингушетии». Участники встречи озвучили доклады о ситуации, в частности, с водными ресурсами. Говорилось об исчезновении водного потока в русле реки Сунжа на границе Ингушетии и Северной Осетии. Об этом и о других вопросах, затронутых в ходе круглого стола, расскажет Лейла Гайсанова.
Открывают круглый стол с подведением итогов деятельности Комэкологии Республики за этот год. Так, комитет провел комплексную работу по пресечению загрязнений водных объектов. Почти везде незаконно подведенные канализационные трубы демонтированы. Экологи провели большое количество мероприятий. Самая масштабная акция «Вода России», в рамках которой очищены берега 20 рек Ингушетии. Комитету удалось создать первую особо охраняемую природную территорию регионального значения. Работу в этом направлении планируется продолжить. В Республике Ингушетия реализуется региональный план года экологии, согласованный с Министерством природных ресурсов России, в который включено было 84 мероприятия, 3 из которых вошли в федеральный план года экологии. Указанный план мероприятий направлен на внедрение системы обращения с отходами, рациональное использование природных ресурсов, решение проблем загрязнения окружающей среды, в том числе всех водных объектов, развитие особо охраняемых природных территорий и экологическое просвещение населения. Все запланированные мероприятия плана исполняются в установленные сроки. Неудивительно, что на форуме затрагивает эту тему. Год экологии завершается, и Ингушетия – один из субъектов России, который удалось на порядок улучшить экологическую ситуацию в регионе. Республика Ингушетия уже второй год подряд в рамках мероприятия «Вода России» заняла первое место. Это очень радует и вызывает гордость. И дальше мы не намерены это место уступать, конечно. Дополнительно считаю немаловажным отметить, что исходя из официального доклада министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Республика Ингушетия признана субъектом, оказывающим наименьшее негативное воздействие на окружающую среду. Это по результатам доклада о состоянии окружающей среды за 2016 год. Итоги, проведенной в 2017 году общественной акции «Вода России», подвела председатель межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз». По ее мнению, главный успех акции в консолидации усилий всех слоев общества, а разработанная инновационная программа превратила ее из простого субботника в широкую масштабную экопрограмму. Мы получили все отчеты регионов. Понимаете? И здесь вот, например, Ингушетия за каждую свою акцию отвечает именно так, как это было. В рамках «Вода России» провели, сделали. Вызвать интерес нашего населения и вот повысить действительно эту гражданскую активность и ответственность. И вот здесь, когда просто именно Министерство природных ресурсов просто чуть-чуть, да, пытается сорганизовать это все в систему и поддержать, вот это самое главное. И в этом отношении вот ваша республика действительно является примером и тиражированием этого самого успешного опыта. Большое внимание уделили и вопросу исчезновения водного потока в русле реки Сунже на границе Ингушетии и Северной Осетии и выработки мер по решению этой проблемы. Исток реки находится на высоте 1200 метров, где в это время, а именно маловодный период, почти что не выпадает осадков. После проведенных обследований выяснилось, что у верховья Сунжи сток и вовсе отсутствует. Кроме того, на территории Северной Осетии нет водозаборов, что приводит к снижению воды в русле реки. Как известно, водоток в русле реки Сунжа на границе Республики Ингушетия и РСО-Алания ежегодно уменьшался и исчез в конце 90-х годов прошлого столетия. Что послужило к возникновению данной экологической проблемы, официальной достоверной такой информации нету. И нет ее в связи с отсутствием сведений мониторинга соответствующего реки Сунжа на указанном участке, то есть имеется в виду это от истока и до границы Республики Ингушетия. Участники круглого стола отметили, что в этом году проведена колоссальная работа по улучшению экологической ситуации в регионах, но на достигнутом останавливаться специалисты не собираются. Впереди еще больше нерешенных задач. И год экологии – это только старт на пути улучшения экологии всей страны. Хади Добрива, Лейла Гайсанова, Новости 24. Региональная пресса, тренды, проблемы и решения. Под таким названием прошла еще одна экспертная сессия. На дискуссионной площадке представители различных СМИ рассказывали о специфике своей работы и делились проблемами, ну и, конечно, разрабатывали на месте пути их решения, которые, кстати, попадут в резолюцию форума. На площадке побывала Мария Местоева.
Печатные СМИ, медийные, блогеры и независимые журналисты – все бойцы одного фронта и с проблемами сталкиваются примерно одинаковыми. Конкурентность интернет-ресурсов, взаимодействие с Роскомнадзором, проблемы медиаобразования современных журналистов и льготы – далеко не весь перечень поднимаемых сегодня тем. Сейчас главным конкурентом и печатных, и медийных СМИ становятся различные интернет-ресурсы, группы и паблики, создаваемые в социальных сетях. Чем отличается администратор группы в социальных сетях, который сидит дома, который выставляет счет своей личной карты, который ведет незаконную предпринимательскую деятельность и на эту карту перечисляет за рекламу в обход налогов и так далее в кризисное явление, который абсолютно не тратится ни на какие налоги и сборы, который ни за что, ни перед кем не отвечает. Сегодня любые проверяющие органы приходят прежде всего к нам, к добросовестным СМИ. Если эта недобросовестная конкуренция будет продолжаться, мы рискуем потерять добросовестные СМИ и будем иметь дело с интернет-пространством хаотичным. Каждый ресурс должен регистрироваться в Роскомнадзоре, особенно если это интернет-сообщество, поскольку именно в сети обычно происходит та же вербовка в экстремистские и террористические организации. Но участники признаются, что попросту боятся проверок ведомства и жесткого контроля, и только потому не регистрируют свои ресурсы. Здесь объясняют, есть свои плюсы сотрудничества с Роскомнадзором. Например, ведомство всегда помогает СМИ, хотя бы защищая их интересы. Если подойти к вопросу с этой стороны, то проблем не возникнет. Может быть, только у нас в Псковской области у нас нет проблемы постоянных проверок средств массовой информации. Никто не боится, у нас заявки, я знаю, в Роскомнадзор, в управлении подаются ежемесячно на регистрацию того или иного средства массовой информации в разной форме. Либо это печатные издания, либо это электронные издания и так далее. А вот Магомед Магомедов, руководитель РИА Дагестан, согласился с Вадимом Бакановым. Конкурентность интернет-ресурсов в принципе существует только потому, что в сети нет никакого контроля со стороны Роскомнадзора. И здесь уже сам читатель должен стать более требовательным и разборчивым, чтобы научиться отличать зерна от плевел. Не верьте написанным. Вот эта концепция вот такая. Потому что столько всякой информации, и читатель как-то... В сознании читателя остался вот этот советский синдром. Вот написано в прессе, значит, это идеальная правда. Это средства массовой информации, это вот там лжи быть не может. Как? Вот такие доводы бывают, особенно у старшего поколения. Как? В интернете же написано, это в интернете опубликовали. Но сегодня интернет стал, может быть, где-то даже карманной средой не российских, там, скажем, а зарубежных агентов влияния. Также на сессии прозвучала мысль, что из-за ограничений, которые ставятся перед государственными СМИ, создается пустое поле. Его заполняют своим контентом различные интернет-ресурсы. В частности, это порождает так называемые фейковые новости. Я считаю, что это угроза в целом для средств массовой информации и для журналистики, потому что сегодня журналист становится уже какой-то, имидж журналиста, он ниже и ниже. Девальвирован, да, в том числе вот таким потоком фейковых новостей. Еще одна проблема, с которой сталкиваются региональные СМИ, это кадры, а точнее их недостача. В вузах СКФО, если и есть кафедры журналистики, то там занимаются только филологическим образованием, но технических специальностей нет. Писать текст можно научить. Но у нас стоит катастрофическая проблема с операторским составом, с монтажерами, с инженерами, которых не готовят в принципе. Да? А техника и технологии бегут вперед, и зачастую тебе приходят самоучки. У нас нет в нашей компании ни одного человека практически, да, из творчески-технического персонала, который бы обладал вот этим образованием. В резолюцию форума вносят предложение об открытии в северокавказских вузах кафедры журналистики для подготовки соответствующих кадров. Но нашлись и другие предложения для тех, кто хочет все успеть. Почему бы действительно не сделать так, чтобы в своих регионах средства массовой информации не формировали образовательную программу? Я считаю, что это делать не обязательно на базе вузов. Можно делать совершенно конкурентные, мне кажется, школы журналистики. Пускай это будут некоммерческие организации. Если человеку не обязательно корочка о высшем образовании, а ему хочется попасть в телевизор, он пойдет в такую школу, например. Человек устроен так, что прочесть криминальные сводки ему намного интереснее различных выставок и других культурных событий. Но Александр Малькевич знает, как зацепить зрителя. Плохое хорошо продается, а хорошее не очень. И поэтому очень важно, что мы
помогаем друг другу находить это хорошее и стараемся интересно, увлекательно рассказывать о красотах земли. Тем более здесь уж на Кавказе мы знаем, в общем-то, очень много красивых мест, и ими надо восторгаться, и мы это хорошо делаем. И помимо природы, это, конечно, люди. Это главное достижение, главное достоинство и достопримечательность любого региона. И вот этих людей показать достойно, интересно о них рассказать, предъявить их как пример для подражания. А вот руководитель московского комсомольца «Регион» Олег Воробьев поделился чаяниями печатных СМИ. Это рост цен на бумагу, это и ситуация с розницей, когда, к сожалению, нам очень тяжело продавать нашу газету, и ситуация с подпиской, когда цены и условия подписки достаточно тяжелые для нас, и условия на рекламном рынке, естественно, там и экономическая ситуация в стране, и ситуация с платежеспособностью населения. Ну и Олег Воробьев и все участники сессии уверены, что такие форумы и создающиеся на них площадки для общения – это в первую очередь хорошая возможность, где всегда можно найти решение своей проблемы. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. О неосторожных высказываниях журналистов касательно религиозных вопросов и их последствиях говорили участники еще одного круглого стола, прошедшего в рамках слета. Тема – специфика освещения этноконфессиональной тематики в средствах массовой информации. Было отмечено, что неправильно подобранные журналистами формулировки могут привести не только к конфликту, но и к снижению рейтинга СМИ. Юсуп Гелисханов продолжит. Освещая тему круглого стола, член Общественной палаты Вероника Крашенинникова приводит примеры наиболее острых проблем современного информирования. Это частые ошибки журналистов в информсреде религиозной тематики, в освещении этноконфессиональных вопросов и межрелигиозных отношений в современном мире. Вероника Крашенинникова отмечает, с голубых экранов хочется слышать больше позитивных новостей. Создание позитивной информации сформирует надежный общий фон в подсознании общества. Снижению напряжения мигрантской тематики в мегаполисах могут способствовать мероприятия национальных общин. Будучи еще и советником международного информагентства «Спутник», Вероника Крашенинникова рассказала и о работе своих коллег. Об информировании в целом и снижении уровня рейтинга некоторых СМИ из-за негативных новостей рассказал и председатель Московского Кавказского клуба Шамиль Джафаров. На первой нашей пленарном заседании говорили об успехах, о том, что позитивный имидж Кавказа уже сформирован, теперь важно его правильно освещать, продвигать, но мы не говорили о проблемах. А проблемы пока еще, к сожалению, остаются прежние. Ведь огромное количество позитивных новостей, которые исходят из Северного Кавказа и с людьми связанными, оно остается без внимания. То есть люди у нас достигают успехов не только в спорте, но и в других каких-то направлениях и дисциплинах жизни. И все это остается без внимания. А как только кто-то на рынке где-то с кем-то подерется, сразу об этом по всем каналам трубят, сразу об этом вытаскивают это на поверхность, и в блогосфере начинается муссирование. Круглый стол стал хорошей площадкой для обсуждения самых острых и главных проблем в сфере массовой информации и путей их решения. Главная цель СМИ должна быть направлена на честное информирование, которое никак не может быть связано с обидами и личными убеждениями. С таких слов начинает свое выступление руководитель Миннатса Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Он также затронул тему терроризма, заявив о том, что террористические организации к религии не имеют никакого отношения. Их ни в коем случае нельзя относить к религиозной морали в принципе. Нам всем следует научиться правильно освещать истинные ценности ислама, как религии мира и добра. Руководители ведомств, например, там, министерств, которые либо отдельно занимаются национальной политикой, либо отдельно занимаются, я не знаю, там, духовно-нравственным воспитанием, если они будут отдельно работать, журналисты будут отдельно работать, третья сила будет гоняться за рейтингами, мы с вами страну потеряем. И я заявляю об этом абсолютно однозначно, потому что межконфессиональный и межнациональный, межэтнический вопрос, два этих основных вопроса, входят в самый такой таранный инструментарий наших с вами противников в информационно-гибридной войне, которая совершенно бессовестно ведется против России.
Еще одна не менее важная тема – кавказофобия. Эта болезнь сейчас заражает все больше людей в стране. В этом направлении следует принять конкретные меры. По словам Зубайру Зубайруева, все крутится вокруг неправильного информирования, в результате чего у людей создается отрицательное мнение не о нескольких личностях, а о целых народах. 80% этих страт говорили, что да, есть такое явление, и что они, собственно говоря, его разделяют, как нелюбовь к чужим. Но самая контрольная цифра. На вопрос, а вы лично сталкивались в своей жизни с представителями Северного Кавказа, только 20% сказали, что да. Итог. Все остальное – это работа по формированию такого общественного мнения. Человек, в принципе, сам не имеет проблем, но все это крутится, вертится в СМИ, и он это воспринимает, достаточно много аргументов. А далее речь шла о работе отдельных телеканалов, таких как МТРК «Мир», агентство ТАСС и многих других. На встрече затронули и другие немаловажные вопросы, касаемые освещения этноконфессиональной тематики в СМИ. Здесь мнения участников дискуссии разделились, но все они сошлись в одном. Медийные личности должны постоянно совершенствоваться и повышать уровень знаний, в том числе акцентируя внимание на истории своей страны и народа. Юсуп Гелисханов, Гапур Чахкиев, Новости 24. Помимо пленарного заседания и экспертных сессий, форум СМИ – это и мастер-классы. Известные федеральные журналисты обсудили со своими региональными коллегами темы соцсети, медиа и тренды телевизионной журналистики. Материал Мадины Пугоевой. Как найти фишку для стендапа и каким образом заставить говорить ответственных за происшествия, если они избегают официальных комментариев? Показать другую, неизвестную и в то же время интересную для телезрителя сторону интервьюируемого. Командный дух съемочной группы и тренды современной журналистики. Обо всем этом Дмитрий Щугарев и Алексей Самолетов рассказывают участникам мастер-класса на примере реальных историй, происходивших с ними во время работы на федеральных телеканалах. А вот это называется симбиоз работы двух специалистов. Режиссер посмотрел, как Алексей, изображая из себя там, всеми доступными ему способами это делает, у режиссера возникла эта идея. Он ввел как раз вот это в поле экрана. И получился вот такой вот симбиоз. Одна идея, как автор это увидел, и другая идея, как режиссер эту идею подкрепил еще своим. Подцепил. Больше 30 лет работы на федеральном телеканале Алексею Самолетову принесли немало опыта и признания. Прямые включения с места событий не просто способ рассказать о происходящем, но и возможность повлиять на ситуацию извне, говорит он. Журналист рассказывает о пожаре на Останкинской телебашне и его трансляции в эфире телеканала в режиме онлайн. Я четко понимал, что у нас происходит в кадре. Через полсуток мы выяснили, что 120 тросов на месте этого прогара, а башня на вантовых тросах, они действительно перегорели, и башня действительно могла упасть. Но мы, выйдя в эфир, предупредили ситуацию. В век высоких технологий СМИ стараются идти в ногу со временем. Чтобы украсить телевизионную программу или новостной сюжет, корреспонденты и телеведущие используют массу интересных фишек. Говоря о трендах современной журналистики, Дмитрий Щугарев отмечает, что в развитии телеканала и его совершенствовании важны не только яркие идеи, но и командная работа. Тренд самый главный в чем? Самый главный в том, что появляется новое требование к работнику. То есть появляется новое требование к журналисту. Он должен как раз вот обеспечить вот этот вот информационный поток. Это большое количество людей, и они вот должны работать достаточно, в тандеме должны работать, если кто-то начинает давать сбой, это же на всех отражается. Участники мастер-класса с особым вниманием и с нескрываемым интересом слушают советы опытных коллег. Живой диалог между журналистами дополняет и формат их общения. Эмоции выступающих льются через край. Активная жестикуляция и искренность Алексея Самолетова, как всегда, цепляют каждого зрителя. И очень важно уметь преподнести эту информацию необычно, интересно. Найти в обыденном что-то новое, преподнести зрителю, потому что нынче зритель, он совсем другой. Говорили о жанре инфотеймент. Мне очень нравится это понятие. Впервые его вел Леонид Парфенов, то есть соединение информации и развлечения. Вот, то есть мы тоже должны стремиться к тому, чтобы делать больше, подавать больше, чем информацию. Полезные советы и практические навыки известных телеведущих впечатлили и журналистку со стажем. Татьяна Дубровина уверена, личный опыт спикеров пригодится не только тем, кто недавно нашел себя в этой профессии, но и опытным журналистам. Чтобы понять, как должен строиться сюжет, как общаться со спикерами, а это очень важно. Спикер в сюжете – это, наверное, главный все-таки человек. Вот такие мастер-классы от профессионалов
Это, конечно, великое дело, ребята, и вам действительно повезло, что у вас в гостях Алексей Самолетов и Дмитрий Чугрев. Это профессионалы высочайшего класса. Интернет-ресурсы все больше выдвигаются на первое место в информационном пространстве. Как привлечь большую аудиторию и набрать максимальное количество просмотров. Этому учат на мастер-классе «Социальные сети и медиа». Свои секреты раскрывают представители сети «Одноклассники» Александр Володин и видеохостинга YouTube Татьяна Иванова. Требуется видоизменять подходы, нужно совсем по-другому относиться более профессионально к ведению социальных сетей, вообще к тому, что является социальными сетями сейчас. Понимать, что это, наверное, один из приоритетных все-таки каналов ретрансляции информации. Достаточно просто создать паблик, и люди сами придут. На самом деле этого уже давно не так. Сейчас только в социальной сети «Одноклассники» там, более 8 миллионов различных пабликов. Нужно понимать, что найти среди них вот как раз-таки то сообщество, которое только что создали, крайне проблематично. Сейчас это полноценная, кропотливая работа, которая требует огромного вложения и человека часов, и даже зачастую финансовых средств. Ну, конечно, собственно говоря, отдача более чем существенна. А Татьяна Иванова рассказывает, кто же такие на самом деле блогеры и что не всегда все, что они говорят, правда. Если вас на прошлой неделе убеждали, что этот телефон лучше любого другого, то вполне может оказаться, что это проплаченная реклама. Ну а если вам нужна большая аудитория, то необходимо знать, что сейчас в топе. А это шоу, пранки и рум-туры. Тот формат, в котором вы работаете в рамках своего СМИ как СМИ, зачастую он на формат социальных сетей не ложится совершенно. Посмотрите, например, на то, какое количество просмотров имеют новости Первого канала на YouTube. Да? Ну, то есть, как бы, это абсолютно, нерабочая история. На мастер-классе немало участников и из других регионов, чья работа непосредственно связана с интернет-ресурсами. В первых рядах слушателей и пресс-секретари различных ингушских ведомств, которые считают, что нельзя упускать ни одной возможности черпнуть опыт у профессионалов. Этот мастер-класс для себя очень полезен, потому что я журналист, работающий в информационном агентстве. Вот, и у нашего сайта есть своя группа в социальной сети, даже в нескольких. И мне кажется, что здесь я могу что-то подчеркнуть полезное для себя, да, может быть, какие-то практические советы. И просто интересно, как решают проблемы, связанные с продвижением нашего, конкретно информационного сайта коллеги из Северо-Кавказского федерального округа. На сегодняшний день все понимают, что в основном все находятся в социальных сетях, да, это Инстаграм, Фейсбук. И правильная подача данной информации, донесение до своей аудитории, это очень важный акцент в этом. То есть в какое время подать, да, как донести до своей целевой аудитории ту или иную информацию. Опять же, помимо фотографий, большой акцент делается на видеороликах, то есть это правильный монтаж видеороликов. 2 часа общения со спикерами для участников пролетают незаметно. Впрочем, на этом завершается только первый день форума СМИ. Гостям республики предстоит принять участие в круглом столе и экспертной сессии, побывать на презентации книги Алексея Чадаева, а после их ждут в резиденции главы республики на торжественном приеме. Мадина Пугоева, Мария Мистоева, Хаваш Гойгов и Рахман Цуров. Новости 24. Форум СМИ Северного Кавказа – это хорошая площадка брендирования и продвижения регионов Северо-Кавказского федерального округа, уверен глава Ингушетии. Об этом и других положительных сторонах проведения форума Юнусбек Евкуров говорил замминистра по делам Северного Кавказа Михаилом Развожаевым. Глава региона выразил благодарность руководству Минкавказа за участие в слете журналистов. Он отметил, что благодаря этому форуму жители страны будут в курсе изменений, которые происходят в регионах СКФО. Я сегодня на форуме об этом говорил, что когда есть свое министерство, и когда через министерство в том числе проходят такие мощные проекты, для Кавказа это мегапроекты, конечно, их надо уметь сейчас показывать в центральных СМИ, чтобы их видели, как осваиваются деньги на Кавказе и как эти деньги приносят эффект. Поэтому ваше участие на форуме, и в том числе завтра будет Лев Владимирович сам лично участвовать на форуме, это как раз показывает, что министерство, это не то, что не безразлично, министерство активный участник этого процесса. Мы ждем всем министерствам, когда в этом году первый наш проект в рамках подпрограммы будет запускаться, чтобы мы действительно показали, как работают эти инвестиции, что на Кавказе люди вкладывают в реальное производство, что они добиваются результата, это рабочие места, это конкретное человеческое измерение экономики, которое работает здесь и сейчас. И, конечно, мы очень рассчитываем на то, что республика на следующий год в рамках того лимита, который есть, также отберет наиболее
готовые, наиболее качественные проекты и подаст их на финансирование через госпрограмму. Вот 8-9 декабря запланирован очередной бизнес-форум, второй уже бизнес-конференция «Инвестируй Кавказ», где мы будем подводить итоги этого года и, значит, смотреть, делать предзащиту проектов перед межрегиональной рабочей группой по проектам, которые будут финансироваться на следующий год. Я знаю, что работа уже ведется Министерством, правительством республики, проектов уже определенное количество отобрано, сейчас они форматируются. Пользуясь случаем, от лица министра хотел пригласить вас к работе этой бизнес-конференции, если позволит график. Основной день будет 9 числа, это суббота, он пройдет на курорте Архыз, заодно мы посмотрим там тематику, связанную с горнолыжными, с горнолыжным сектором, и, значит, с развитием и работой корпорации развития Северного Кавказа, которая сейчас обновляется с учетом того, что права акционера переданы министерству полностью, значит, от АОС. Поэтому там будут определенные изменения, которые требуют серьезного обсуждения, в том числе, конечно, с регионами, с главами. Спасибо. Результаты первого дня мероприятия глава Ингушетии также обсудил и с заместителем полпреда при президенте России в СКФО Максимом Владимировым. Последний отметил, что если форум будет менять площадку и проходить в одном из регионов СКФО, то через каждые 7 лет он будет возвращаться в одну точку, и можно будет посмотреть, какие перемены произошли в регионе за этот период. Спасибо, что нашли время приехали посетить форум. Мы в этом году проводим вне Ставропольского края форум, и от нас, уже от республики, оно пойдет дальше по регионам Северного Кавказа. И это тоже было одним из таких пожеланий полпреда Олега Евгеньевича Беланцева, чтобы средства массовой информации, бывая в регионах, видели все регионы Северного Кавказа. И участие ваше, участие завтра второго заместителя на форуме, это, конечно, придает форуму статуса, тем более форум был создан под эгидой аппарата полпреда и поддержан аппаратом полпреда. И сегодня он успешно развивается. Сегодня этот форум стал, так можно говорить, мини-международным, с участием там уже представителей других государств. Я думаю, что в следующие годы этот форум приобретет еще большую значимость. Ну, во-первых, огромное вам спасибо за все ваши инициативы и привлечение СМИ в Ингушетию. И первый, 5-й съезд, который стал региональным, международный, региональный. У вас это, конечно, ваша инициатива, которая была поддержана и прекрасно оценена и другими главами нашего Северо-Кавказского федерального округа. Спасибо им за это большое. Действительно, это было бы правильно. И не просто так различные саммиты, если мы посмотрим по России и по миру, они проводятся в различных местах, чтобы подсветить, поднять, и чтобы действительно люди с открытыми глазами, с душой и сердцем приезжали на Кавказ и видели, что Кавказ действительно изменился. Вот, как сегодня один из товарищей сказал, вкусно, сытно, да, безопасно, интересно. Вот, очень интересно, это должно быть, конечно. Переходим к другим темам. 26 лет назад прошел референдум, на котором ингушский народ выступил за воссоздание Республики Ингушетия в составе России. Тогда за проголосовали 97,5% избирателей. Люди осознанно и с надеждой сделали еще один значительный шаг к мечте поколений – созданию своей республики. А уже 4 июня следующего года Верховным Советом РСФСР был принят соответствующий закон. Но спустя 2 года, 25 декабря 1993-го, вступила и в силу принятая на всенародном голосовании Конституция России, которая официально подтвердила существование Республики Ингушетия. Как отметил глава региона на своей странице в Инстаграм, республика многого добилась за эти годы, и только от нас зависит, чем будет наполнен завтрашний день всеми нами горячо любимой Ингушетии. В России ведут ежемесячную выплату на рождение первенца, заявил Владимир Путин. Пособие будет зависеть от размера прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. Его будут начислять, пока ребенку не исполнится 1,5 года. В среднем пособие составит в 2018 году чуть более 10 тысяч рублей. И уже в 2020 более 11 тысяч. Выплата будет адресной, нововведение вступит в силу в январе. Общие расходы на программу составят 144,5 миллиарда рублей за 3 года. Подчеркивается, что введение выплат станет лишь одной из новых мер по поддержке российских семей. 2 взрыва прозвучали сегодня утром в Сунже. Разрушены 2 жилых дома, расположенных по соседству. 2 человека пострадали. Причиной взрывов стала утечка бытового газа. На месте происшествия проводится проверка. Репортаж Микаила Тангиева.
Тревожный вызов о взрыве в Сунже по улице Пионерской поступил на пульт диспетчера в управление МЧС ровно в 7 утра. Это все, что осталось от дома Ужаховых. За считанные секунды взрывная волна почти полностью уничтожила жилище. Домовладение и без того было в аварийном состоянии, говорят сотрудники МЧС. А после такого взрыва уже и ремонту не подлежит. В момент взрыва в доме находилась лишь одна женщина. По счастливому стечению обстоятельств она не пострадала. А пока служба спасения разбиралась, пытаясь восстановить картину случившегося, буквально через 15 минут прямо напротив в соседнем доме прогремел еще один взрыв. 8:15 минут поступило второе сообщение по той же улице, только Пионерская, 48. Разрушен гараж и спальное помещение. Предварительная причина – газовоздушная смесь. В семье Героевых уже не обошлось без пострадавших. С тяжелыми травмами и ожогами в Сунжскую больницу доставлены 11-летняя Самира и ее бабушка 77 лет Лиза Героева. Пострадавших сразу же перевели в реанимационное отделение. Сейчас медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Девочка с ожогами верхних и нижних конечностей, лица, боковой поверхности живота с площадью ожогов около 60% и глубиной 2-3 АБ степени. Была переведена в детское отделение, в детскую республиканскую больницу. Другая пациентка лежит у нас, бабушка девочки. Состояние ее также тяжелое. У нее также термический ожог пламенем верхних и нижних конечностей, лица, ожог верхних дыхательных путей. Площадь ожогов также составляет около 60% и глубина 2-3 АБ степени. На месте трагедии работают также газовые службы. Проверяют газоанализатором отдельные точки под землей на предмет возможной утечки газа. По предварительным данным, именно это может являться причиной ЧП. Специальной техникой ведут подкоп, чтобы добраться до возможного места повреждения газовой трубы. Руководитель «Газпром» Межрегионгаз распорядился создать специальную комиссию для проведения тщательной проверки по факту взрыва. Рассматривается также вопрос о необходимости временно отселить жителей близлежащих домов из опасной зоны. Сейчас работа проводится с ним. Сразу было отключено газоснабжение на населенный пункт. Для того, чтобы его сейчас возобновить, мы отключаем газопровод среднего давления. Он, к сожалению, проходит здесь под асфальтированной дорогой. Это исторически. Сейчас пытаемся отключить этот участок с этими домами и запитать его через соседние улицы, для того, чтобы люди сейчас получили тепло хотя бы в свои дома. Пытаемся сейчас определиться с возможным местом. Но пока труба у нас сохраняет свою целостность. В данный момент соответствующие службы выясняют истинные обстоятельства случившегося. Здесь также находятся близкие родственники и соседи пострадавших, которые пытаются всячески поддержать их, помочь в эту трудную минуту. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. ЧП обсудили сегодня и на внеочередном совещании в правительстве региона. Премьер Руслан Гагиев поручил руководителю «Газпром» Межрегионгаз выплатить компенсацию семье пострадавших. Это уже не первый случай взрыва бытового газа в регионе, где пострадали местные жители. Причины трагедии зачастую несоблюдение мер безопасности, незаконное подключение и ветхие водопроводы. Трубопровода. В последнем случае Руслан Гагиев также дал указание Михаилу Ерохину заняться вопросом замены старых труб. В заключение, это досудебно разбираться, сейчас мы должны передать компенсацию, потому что мы глава уже в курсе. С этим вопросом приедем компенсацию людям помочь, чтобы снять напряжение, это раз. А там уже в судебном порядке разбирается. Что касательно нашей деятельности в дальнейшем, наступила зима, все наведение порядка в этом отношении, но не будет популярными мерами, они будут силовыми по закону. С начала года в республике зафиксировано уже 7 случаев взрыва бытового газа, где пострадали местные жители. На встрече также приняли решение совместно с главами администрации, сотрудниками МЧС и газовой службы провести с населением профилактические беседы по соблюдению мер безопасности, а также проверить, насколько правильно и безопасно подведен газ к домам жителей.
92 вопроса рассмотрели депутаты на пленарном заседании Народного собрания. Вопросы регистрации права собственности на объекты культурного наследия Ингушетии – одна из тем в повестке дня. В 2008 году более 1000 природных памятников архитектуры получили статус федеральных. На сегодняшний день ингушским отделением Росимущества зарегистрировано право собственности на 906 объектов и на 5 поданы заявки в Росреестр для регистрации. Работу по кадастровому учету планируют завершить к концу 2018 года. Не менее важный вопрос – обеспечить сохранность объектов культурного наследия. Многие объекты не попали под учет там, где по факту находится 26 объектов культурного наследия. Решением арбитражного суда выявлено 20 памятников архитектуры. Эту проблему со временем тоже будут решать. Сегодня другого собственника нет на те объекты, которые вошли в реестр. Если правильно произошло, да, правильно говорю? Те, которые вошли в реестр, значит, таковых, как вы услышали сами из доклада, признаны федеральной собственностью по решению арбитражного суда 1065. В соответствии с федеральным законом об объектах культурного наследия, памятника истории и культуры народов Российской Федерации, собственник, пользователь объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния или изменения предмета охраны данного объекта обязан осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия. Успешные работы для суда, и были переписаны вот эти памятники, и в этих же документах есть очень много ошибок. Вместо боевых башен полубоевые записаны, или наоборот, и вместо жилых полубоевые. Вот такие вот ошибки. На данный момент приостановлена государственная регистрация права собственности России на земельные участки под объекты культурного наследия. Для обеспечения сохранности культурного наследия необходимо закрепить право оперативного управления данными объектами либо за республиканским, либо за федеральным профильными учреждениями. Также парламентарии не оставили без внимания вопросы, касающиеся правовой базы, защищающие особо охраняемые территории и мероприятий, направленных против незаконной деятельности на данных территориях. Преображение без границ в салоне красоты «Амина» сегодня провели акцию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Стильные стрижки или укладка. Для маленьких ценителей красоты был доступен весь арсенал салона, обходя кассу. Это ежегодная акция для особых детей. Ребята из Детского республиканского центра дистанционного обучения порадовали не только новыми образами, им также вручили памятные подарки. Акция приурочена к предстоящему Дню инвалидов и призвана обратить внимание на проблемы особенных людей. Акция у нас проходит каждый раз, когда у нас вот такая возможность появляется. Мы всегда приглашаем детишек со всех лечебных учреждений. Это и дети из Троицка, и РСДО наши ребята к нам часто приходят, также и девчонки, просто инвалиды, колясочники, солнечные дети. У нас акции постоянно проходят. Конкурс на лучшее новогоднее художественное и световое оформление потребительского рынка и услуг объявлен Малгобекской районной администрацией. Цель конкурса – создание праздничной атмосферы в районе. Принять участие могут как организации, так и индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Итоги конкурса будут подведены 28 декабря. Победитель получит ноутбук. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.